В системе таможенных органов я начал свою службу с 17 июня 1993 года в таможне «Достык». Прослужил 30 более лет до выхода на пенсию в данной таможне. Была таможня «Достык», потом в последнем стала таможня пост Темиржол. Работал на различных должностях. Начинал с инспектора пассажирского отдела, которым мы обслуживали международный поезд Жибек-Жолы. Затем работал в дежурной службе, главным инспектором службы вооружения, главным инспектором службы сопровождения. Работал также главным инспектором отдела автомобильного перехода. Затем перешел в работу в отдел грузовых перевозок, то есть железнодорожный отдел, в котором проработал почти до выхода на пенсию. Работа, начинали мы, конечно, трудные моменты были, когда не было нормального, ни столовых, не было ничего. Места жительства не было, по квартирам скитались, ходили с ребятами, таскали с собой сумки, кровати, это все ходили. Со временем сейчас все наладилось, тем более для молодых сейчас уже у нас на Достыке построенный городок целый, 6 домов, квартиры у всех имеется в виду, обеспечены детсадом, в школу ходят, 2 школы построены есть. Сейчас условия более хорошие, рентабельные. Что хочется сказать молодым, что главное, чтобы не боялись трудностей. Везде, когда начинаешь работу, кажется, могу, не могу. У нас тоже молодые, которые были, ребята, был я и наставником, работал в должности начальника отдела, замначальника отдела. То тогда всегда говорил, не бойтесь, глаза боятся, как говорится, руки делают. Можно работать, делать, научиться всему. Если есть желание, есть возможность, всегда есть. Мы молодым всегда помогали и устраивали по их желанию, куда они хотят пойти работать. Проводили собеседования, они прошли полный курс. Сейчас многие мои, как я могу сказать, соратники, мои ученики работают в таможенном пост в сторону Харгоса, работают на МЦПС, работают. Они прошли очень хорошую школу на Достыке, поэтому мне хочется сказать им, чтобы где бы они ни были, куда бы они ни поднимались, всегда помнили, откуда они вышли, что таможенные органы стоят на защите экономических интересов нашей республики, чтобы несли с честью и выполняли свой долг.